Приход Турловых в Чечню. Династия Турловых наименование свое получила от мужского имени, которое авары произносили Туруров, Турлов, чеченцы Турла, Нурла, а русские Турлов. Первоначально Турловы, авары из Хунзаха по происхождению правили бассейном речки Михельтинки, впадающей в Андийское Койсу, то есть Гумбитом. Основатель династии считается князь Карагиши, сын Турурова-безумца, погибшего в сражении 1570 года на территории Грузии. В пределах 20-40-х годов 17 подвластная им территория расширилась, и Турловы стали править еще и в нижней части бассейна реки Аргун, начиная примерно от села Дубоёрт. Турловы считаются родоначальниками Тейпа Милларда, а их государство на территории Чечни в русских источниках получило название «Уварское меньшее владение», что отобразилось на современной карте американского историка Роберта Хьюсона. Существует несколько разных, но похожих по содержанию версий их появления на территории современной Чечни. На 2.6 картинки отрывки из книги Потта, Бакиханова, Бларемберга, Лаудеева. По мнению российского военного историка XIX века, Василия Потта, спустившиеся с гор чеченцы в конце XVI и начале XVII века постоянно подвергались нападениям со стороны кумыков, нагайцев и кабардинцев. Не имея сил для отпора, делегация чеченцев отправилась в Дагестан, к славной семье Турловых, вместе с которыми пришла значительная дружина, способная к наведению порядка и защите новых владений Турловых. Другую версию приводит Аббас Кули Ага Бакиханов, основоположник азербайджанской научной историографии, XIX век. Индиреевские эмиры двух родственников аварского хана, после чего между этими правителями началась вражда. Вражда окончилась тем, что к владениям Турловых отошли земли Чечен-Аула, Гирменчука, Атаги и другие. Новые земли Турловы заселяли выходцами из Горной Чечни, которые платили налог за землю. Бларемберг И. Ф., генерал-лейтенант, директор военно-топографического депо. Все пространство между правым берегом Сунжи и Черными горами принадлежало раньше князьям Турловым по происхождению, аварам, которые живут ныне среди покорных чеченцев, напротив Наура. 2 века назад чеченцы спустились с гор вследствие внутренних расприй и многочисленности населения. Спустившись, они обосновались в перечисленных ранее долинах, платя дань князьям Турловым, но постепенно они освободились от уплаты дани и стали совершенно независимыми. Двойной апостроф. Четвертая версия от самого чеченца, офицера русской армии, Умалата Лаудеева, считающийся первым чеченским этнографом. По его версии, равнинная часть Чечни, Уварское меньшее владение, было уже занято аварским ханом, и заселение этих земель выходцами из Чечни проходило под контролем аварских князей. За использование земель, новые жители должны были платить налоги домашними животными. О вкладе Турловых в развитие чеченцев хорошо высказался Дубровин. Н.Ф. У чеченцев явилось оружие, явились храбрые предводители и еще храбрейшие защитники своей родины. Мало-помалу сложился настоящий характер чеченца, с именем которого соединяется понятие как о человек грубой суровости, грязной бедности и храбрости, имеющий что-то зверское. Своей воинственностью и устройством хотя незатейливого гражданского быта чеченцы обязаны были князьям Турловым, вся власть которых основывалась, однако же, на добровольном подчинении и уважении к ним народа. Едва только чеченцы сознали свою силу, как у них тотчас же проявилась прежняя любовь к необузданной личной свободе, и они отплатили Турловым полной неблагодарностью.